вечер, Юрий Захарович. Я прежде всего хочу вас представить нашим зрителям, поклонникам бальных танцев города Якутска. Мы все знаем, что у вас есть танцевально-спортивный клуб «Sunrise». И расскажите, пожалуйста, про создание вашего клуба. Здравствуйте, доброго времени суток. Sunrise – это спортивный танцевальный клуб. Мы занимаемся танцами, образовались мы в 2015 году. Sunrise переводится с английского языка как рассвет солнца, да, то есть восход солнца. Это своего рода как бы возрождение. Ни для кого не секрет, что мы занимались вначале в мозаике, мы все выходцы из мозаики, и решили в какое-то время попробовать свое что-то, да, свое начинание, и попробовали разделить детей, оставить, ну как перевести в Sunrise, а взрослых танцоров оставили в мозаике. Вот. И потом, по истечению времени какого-то, мы стали самостоятельным клубом, уже самостоятельным клубом, самостоятельным руководителем. Сивс Михаил Захарович наш как гуру, как наш отец, он всегда наш вдохновитель, всегда наш путеводитель, может быть, человек, которого мы спрашиваем какие-то советы, который всегда помогает нам. И мозаика все равно остается нашим все-таки домом, что ли. Это такая большая компания и большой ансамбль, народный ансамбль, который ведет с 1980, по-моему, 7-го года или какого-то такого года свою историю. Вот. И мы хотели бы Sunrise, чтобы тоже он продолжал столько же времени существовать. А вы где учились сами? Что заканчивали? И еще, по-моему, вы же сами танцевали, занимались еще в детстве. Я вот помню, да, в 90-е годы вы много раз становились чемпионами, там, лауреатами. Про это немножко можно сказать? Танцевать я начал по нынешним меркам поздно, с 9 лет, с 3 класса во второй школе, средняя школа номер 2. Наш весь класс начинал танцевать к Михаилу Захаровичу, мы все пришли. Вот тогда как такое было чуть обязаловка, что ли. Вот. Но потом втянулись. Очень многие дети с нашего класса достаточно долгое время танцевали. Ну, соответственно, я закончил вторую школу. Во время второй школы у меня было несколько партнерш. И самая, наверное, вот, титулованная и самая успешная, последняя моя партнерша в городе Якутске – это Анна Егорова. Ну, теперь она Николаева, да, Анна Егорова, тогда она была. И мы, да, какое-то время были вторыми, третьими, но начали тренироваться усерднее. Михаил Захарович нас стал возить на сборы, и мы все-таки завоевали чемпионство в республике и не отдавали это чемпионство до последнего, пока не уехали с города Якутска. Были абсолютными чемпионами республики, занимали 3-е место на чемпионате России, там Кубок Спартака тоже 3-е место, ну и в Европе тоже там в финалах были 5-е место в Австрии, в Италии там 6-е место, в полуфиналах тоже были. Вот. Потом было танцевание в Санкт-Петербурге. Я поступил в Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов, закончил его и получил специальность балетмейстер, педагог бального танца. То есть непосредственно я шел, уже будучи, зная, что я приеду в город Якутск, вернусь обратно и буду возрождать, что ли, мозаику. Вот. Цели такие были, да? Да, цели были поставлены сразу же такие же. Я вот вижу, очень маленькие тоже танцуют, да, в вашем клубе. Это начиная со скольки лет дети ходят? Вообще, конечно, рекомендуем танцевать, наверное, с 4-5 лет. Но у нас приходят и 3-летние. Ну вот, в 3 годика, конечно же, не все могут. Но есть и такие, которые и в 3 года могут дать фору и 5-летним, 6-летним детям. Но особенно это, наверное, нет, наверняка это только девочки, мальчиков таких 3-летних я еще не встречал. Вот. Самый оптимальный возраст – это 5 лет. В 5 лет ребенок уже
принципе, все понимает, все делает. И ну, вот 4 года мы берем и 4-летних, да, и в 4 года они также все воспринимают, все делают, но чуть похуже. Ну, 4-5, может быть, да, вот так вот, наверное. Насколько отличаются дети, которые именно занимаются спортивными танцами? Они вот по сравнению вот с обычными школьниками чем-то отличаются? Что-то им Ну, дает? я могу сказать и на собственном опыте, наверное, и на протяжении всех этих десятилетий уже как тренер, как педагог. В принципе, можно сказать, что наши дети, танцующие спортивные танцы, они чуточку быстрее, чуточку умнее, чуточку сильнее обычных детей. Я не знаю почему, но получается так. Ну, наверное, может быть, все так говорят про своих детей. Но как они нам рассказывают, они все отличники, все там 4-ки, 5-ки. Кто-то даже борется лучше, чем борцы. Кто-то быстрее бегает, чем бегуны. То есть дети развиваются здесь всесторонне. Они и ноги качают, и руки качают, и пресс качают, и на шпагаты садятся. То есть у нас нету такого, что мы только там, не знаю, ну как на борьбе, допустим, только борьба идет, да, или как бегают, или как тяжелая атлетика. Вот. У нас работают все группы мышц. И нужно также очень много думать, наверное, в танцах, чтобы свои вариации запомнить, чтобы запомнить 10 танцев. Достаточно это такое трудоемкое, наверное. И на самом деле еще это все-таки спорт, это все-таки как сказать, какие-то рамки, да, что дети находятся в каком-то режиме, дисциплина, они рассчитывают свое время. То есть на самом деле можно сказать, наверное, кто рассчитывает свое время, тот успевает во всем. Вот. И также у нас дети, получается, они знают, у них тренировка по каким дням, они должны успеть на тренировку, они должны успеть сделать там домашнее задание, должны успеть там сделать свои какие-то домашние, ну, быт какой-то свой тоже, там, и погулять успеть, и там в кино сходить. И у них есть вот эта вот дисциплина, есть вот эти рамки, они за счет этого становятся и умнее, и как бы дисциплинированнее, и ну, в целом как лучше, что ли. Поэтому и называется спортивные танцы, да? Спортивные. Ну да, спортивные танцы, да. С 97-го года бальные танцы стали официально спортом, были признаны как вид спорта. Там сравнивали, там проводили эксперименты, там, ну, такое, да, что танцевать 10 танцев, это сродни там, ну, я точно уже не помню вот эти числа, цифры, там, что это можно сравнивать там с легкой атлетикой, как, ну, с легкой атлетикой можно сравнивать, да, то есть нагрузки такие же, да. То есть танцы вроде бы смотришь, это должно быть легко, должно быть там весело. Вот. А на самом деле это, конечно же, труд, на самом деле это же, конечно же, тренировки, систематические тренировки. Если одну тренировку пропустил, то потом надо догонять опять 2 тренировки, чтобы догнать одну тренировку. Ну, в этом плане то, что мы перешли в спорт, это дало, наверное, вот эту вот именно дисциплину танцорам. Раньше это были как бальные танцы, это было такое искусство, культура, то есть красота. И теперь красота сочетается со спортом. То есть наши спортсмены, получается, они должны быть сильные и красивые. Самые титулованные ребята, какие у вас? Вообще много же проводится турниров, чемпионатов. Спорт – это все-таки спорт, да, и дети, они стремятся к каким-то достижениям. У вас самые такие титулованные ребята какие? И как вы выезжаете вот на различные турниры, которые не только вот в Якутске проводятся, да, в других даже странах, возможно, ну, в центральной части России. Как вы все это делаете? Ну, про самую нашу титулованную пару, наверное, это Иванов Вадим и Михалева Софья. Они танцуют у нас с детства. Сонька вообще с 4 лет, по-моему, или с 5 лет тоже танцует. Вадим пришел в 5 лет. На протяжении нескольких лет они были не в паре,
у них были другие партнеры, другие партнерши. В какое-то время мы их поставили вместе, решили попробовать эту пару. И не прогадали, наверное. Пара состоялась. Они становились многократными чемпионами республики уже. Выигрывали, будучи детьми, они выигрывали юниорские пары. Вот. Опять же, вот эти вот поездки, они помогают детям развиваться самим, да, то есть они должны видеть, то есть как мы учим детей, да, они должны видеть, они должны слышать, и мы им должны там поправлять и должны объяснять, да, все. Вот. И когда объясняешь это одно, показываешь это другое, а когда они сами это видят, когда они сами вот ощущают турниры, большие турниры, какие-то там значимые турниры, когда они видят хорошие пары, взрослые пары, профессиональные пары, дети начинают уже меняться в душе, что ли, как-то они... Внутри. Да, внутри у них что-то переворачивается. И после каждой поездки дети приезжают чуточку сильнее, чуточку как умнее, что ли, в плане танцев. Вот. Выезды у нас идут следующим образом. Это календарные планы. Сейчас мы мы входим в Российский танцевальный союз. У нас президент Станислав Григорьевич Попов. Вот. Каждый год выходит календарный план 2018-2019 года, и мы смотрим, куда мы можем поехать и сколько турниров мы можем протанцевать, что ли, да. И мы пытаемся сделать так, чтобы в одну поездку там было хотя бы 3 турнира. Вот. А если туда включить еще город Санкт-Петербург, вот у нас 3 раза мы так ездили, мы ездили Москва, Санкт-Петербург, опять Москва, и получалось за 10 дней, календарных дней, мы посещали 5-6 турниров. Вот. То есть дети практически не отдыхают, каждый день турнир. Даже бывает, сегодня турнир в Москве, завтра турнир в Санкт-Петербурге, а послезавтра турнир опять в Москве. У нас было один раз такое даже. Вот. Вот уже как спортивная закалка идет, да, там при выездах. Да, то есть каждый выезд, это, конечно же, какое-то такое стрессовая ситуация, да, и опять же, это дисциплина та же, чтобы дети должны знать, куда они едут, зачем они едут. То есть они могут отдыхать там со своими родителями, поехать там, вот, а с нами ездить на турниры, это значит быть полноценным спортсменом, даже если тебе 4-5 лет. А взаимоотношения вот с родителями какие у вас? Праздники там отмечаете вместе, выезжаете вот на турниры. Все-таки очень много мероприятий же, да, плановых? Ага. Да, у нас есть родительский совет. Наши, танцы, это, опять же, да, мы пытаемся сделать, чтобы наш клуб был не просто как пришли, потанцевали и ушли, как кружок какой-то, да. Мы пытаемся создать атмосферу семейную, атмосферу такую добрую, чтобы дети сюда, приходя, не чувствовали себя, как дома практически, то есть второй дом. Мы отмечаем Новый год вместе. И благодаря профессиональным фотографам, да, про фото, каждый год мы выпускаем альбомы с нашим клубом, с нашим логотипом, где все дети, все наши руководители. И это на самом деле очень сближает, наверное, потому что родители не находятся в процессе тренировки в зале, они где-то там, и они видят детей только вот и нас, тренеров, как людей, видят, наверное, вот таких вот совместных мероприятиях. Вот Новый год мы тоже, да, отмечаем вместе, там приглашаем аниматоров, приглашаем Снегурочку с Дедом Морозом. Вот. Вообще расширение какое-то вот намечается или что-то? Планы такие есть? Планов, конечно, много. Хотим всего и сразу, но потихоньку. То есть мы будем работать, мы будем, опять же, развиваться. Планы есть. Хотелось бы, чтобы они исполнились. Не будем так загадывать. И еще вот про танцы. Это вот говорили же взаимоотношения. В танце проявляется взаимоотношение между мальчиками, девочками, мужчиной и женщиной, да? Там какая-то своя определенная культура есть, так, воспитывающая.
Как бы я такое и слышала. Да, ну, танцы, бальные танцы, это, наверное, своего рода идеал отношений. То есть, где мужчина, партнер должен быть, ну, мужчина мужчиной, а партнерша женщиной, да. То есть, если партнер будет, партнер, мальчик будет как тюфяк какой-нибудь или такой не очень сильный мальчик, такой робкий там, и девочка такая, его туда-сюда, то, конечно же, это будет уже не танц, а что-то другое, не знаю что. И мы воспитываем, чтобы партнеры были сильнее, чтобы они были как бы обходительнее, чтобы они уважали своих партнерш, и чтобы партнерши были умнее, как, может быть, женщина, что ли, умнее. Даже 10-летних девочек мы учим тому, чтобы они чуточку где-то обманули, чуточку где-то поощрили своего партнера, чтобы он ощутил себя уже в 10-летнем возрасте каким-то вот необходимым человеком. Вот это где партнер, он должен вести партнершу, да, и он должен вести ее так, не силой, он должен вести ее так, чтобы она его понимала. И партнерша, она должна прислушиваться к нему, она должна следовать за партнером. Не должно быть такого, что партнерша ведет все время партнера, да, и партнер все время идет за ней. Вот, это как идеал отношений. Танцы, которому, ну, идеала как на самом деле, наверное, нет, но это должно быть такое. И в каждой семье, наверное, должно быть чуть-чуть танцев. Так что танцы тоже учат любви, да, во взаимоотношениях, Да. получается. Спасибо за подробный рассказ.